Начиная с XVIII века судьба Ингушей тесно переплетается с историей российского государства. Но историки отмечают связи древней Ингушетии и Руси еще задолго до заключения исторического соглашения. Особенно они стали налаживаться еще при Иване Грозном, потому что он фактически разгромил остатки Золотой Орды, и при нем уже вышли на северо-восточный Кавказ, к реке Терек. При Екатерине II Россия стала более активную политику проводить на Северном Кавказе. Именно при ней фактически этот акт о подданстве ингушей был подписан в ее правлении. Кавказ, он был очень важен. В военно-стратегическом отношении она очень важна для многих государств, которые граничат. Ну и, конечно, климатические условия очень хорошие. Ингуши неоднократно заявляли желание официально закрепить вступление в состав России. И произошло это в марте, в 1770 году, близ населенного пункта Ангушт, при участии авторитетного представительства из 24 старшин ингушского народа. Здесь, в присутствии академика Иоганна Гюльденштедта и при большом стечении народа, сам Иоганн Гюльденштедт свидетельствует, что там было свыше 800 человек, эти старшины ингушские от всего ингушского народа принесли присягу на верность России. Устраивали джигитовку, скачки, танцы. Этим объясняется, что, в принципе, весь народ был за то, чтобы принять российское подданство. На протяжении последующих веков ингуши принимали активное участие в судьбе российского государства. В ходе войн зарождалось и крепло военное сотрудничество русской императорской армии с нашим народом. И яркий пример – Дикая дивизия. Около 3500 ее всадников были удостоены боевых орденов и медалей. Лучшие сыны народа стояли на защите своей большой родины. Многие из них пали смертью храбрых на полях сражений. Герои Великой Отечественной войны. Их тысячи. Мурат Аздоев, Рашидбек Ахриев, Шервани Костоев, Асият Тутаева – последний защитник Брестской крепости. Уматгирей Барханоев. Крупные войны были России, ингушская сторона участвовала. Получили многие медали, получили много царских генералов, было офицеров, было и в русско-турецкой войне, и потом в Первой мировой, и в русско-японской войне. То есть везде, где России была необходима помощь, Ингушетия и вообще ингуши старались поддержать ее. За эти годы народ пережил разные этапы истории. Слава в сражениях, лишение в депортации, восстановление государственности. Речь идет о референдуме 1991 года. Подавляющее большинство, 94%, проголосовало именно за нахождение республики в составе Российской Федерации. Другого не было. Я много изучал документов по этому референдуму, писал и убедился, увидел, что действительно это было тоже продуманное, единственное возможное верное решение. Об этом свидетельствует и тот факт, что благодаря помощи федерального центра и усердию нашего народа в регионе решаются острые социальные проблемы. Достойные предки оставили ингушам богатое наследие, имена героев, свою государственность, гимн, флаг и республику. И сохранить клятву, данную 250 лет назад, долг современников и будущих поколений. Хава Султыгова, Новости 24.